Я бы порекомендовал белорусам отъебаться друг от друга, а я же писатель, нельзя так говорить. И вообще сейчас белорусы решают, не лишить ли Филипенко гражданства. Надавали тебе по лицу, нет? Постоянно, я каждый день получаю пиздей. Какие-то вопросы, которые беспокоят белорусов, только Филипенко задает. Мы по-прежнему живем 2020 годом, и я наблюдаю, как многие белорусы по-прежнему в восхищении от того, что они полгода походили на улице. Зачем нужно было кричать, если можно было переобуться? Я бы назвал пиздец, но... Ну так и есть, это называется брейн-рот. Посредством литературы, запятая, и других интернет-ресурсов призывал там ТТП к массовым протестам. Даже в те моменты, когда я еще выпивал вино, я не писал никогда комментариев. Сейчас я год своей жизни потратил на то, чтобы изучал, как ведут себя слоны. Я могу открывать зоопарки и крематории. Почему в Беларуси нет прав человека? Потому что никто не знает, что они есть. Сейчас несложно быть лучше, чем люди из России. Это очень... Для этого ничего не нужно делать. Да. Та идиома, на которую ты оперся, да? Ну просто же. Слишком просто, да. Походу ты пиздец. Не хочу обидеть твои предыдущие произведения. Нихера себе вообще. Что это за говнище такое? Сегодня у меня в гостях человек, с которым мы много в жизни обсуждаем всяких веселых и не очень вещей, но мы мало обсуждаем какие-то большие, глобальные, серьезные вещи. И так и случается, когда ты с кем-то дружишь и оставляешь за кадром какие-то серьезные темы. Но сегодня у меня есть возможность эти темы затронуть и об этом поговорить. Сегодня у меня в гостях мой друг и выдающийся белорусский писатель Саша Филипенко. Здравствуйте. Привет. Ты книгу закончил? Я закончил книгу, да. Когда выходит, где? Книга выходит в апреле на белорусском языке в издательстве «Гутенберг», и в издательстве «Время» на русском языке она выходит в мае. Да, а дальше, как я понимаю, уже традиционный путь там по другим языкам. Дальше немецкий, французский, не знаю, какие языки будут опережать друг друга, шведский, итальянский. Да. Я прочитал ее, и это такая привилегия, когда если у тебя друзья пишут, то ты узнаешь об этом первым, и первому удается прочитать. И я, честно тебе скажу, оторваться не смог. То есть прям не мог оторваться, и я... Не хочу обидеть твои предыдущие произведения. Так, но скажу. Я их люблю, да, я их очень люблю на самом деле. Но скажу, что это просто для меня еще на голову выше всего. То есть мне показалось, что я прочитал что-то такое значимое, вот реально такое значимое, чего мне нельзя было не прочитать. У меня такое было за последние много-много лет, только вот 2 раза. Это «Собаки Европы», из белорусской литературы, «Собаки Европы» и «Слон». И я могу только тебя поздравить, наверное. Мне кажется, что у этого произведения будет такая армия поклонников и такой успех, что тут я просто могу порадоваться, что я первым могу, наверное, это сделать. Одним из первых. Класс, но главное, чтобы теперь все это сбылось, то, что ты сказал. Сбудется, не переживай. Okay. Первое, что я хочу спросить. Сколько в «Слоне» тебя? Я не знаю. Сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что это довольно личная книга. Я думаю, что эта книга довольно личная, потому что всякая книга твоя, она личная. Ты пропускаешь через себя все, что происходит. Ты живешь с главными героями годами и думаешь о том, что с ними происходит. Но, наверное, чуть-чуть больше, чем обычно. Я считаю, что авторы, они такие бывают 2 видов. Так. Первое — это авторы, которые бесконечно описывают себя и свои изменения в меняющемся мире. И второй — это авторы, которые описывают меняющийся мир. И уже опосредованно там себя или даже без себя. Да, то есть это такие наблюдатели, то есть, которые... И мне всегда казалось, что ты второй. То есть человек, который описывает то, что происходит вокруг который, нас. Который такой наблюдатель, свидетель. Или нет? Мне казалось, что так и есть. Мне казалось, что я все время выставляю камеру и делаю фотографию того, что происходит вокруг нас. И начинал это с бывшего сына. И даже когда я там куда-то в прошлое отправляюсь, работаю с архивами, мне казалось, что я делаю фотку того времени для того, чтобы показать ее, там, может быть, нашему поколению и дальше. Сейчас в этом смысле я тоже наблюдатель. И «Слон» — это, конечно, про то, что происходит, про то, как мы замечаем что-то или не хотим замечать. Просто так случилось, что я задумал несколько лет назад книгу
и начал ее описывать с каким-то печальным или не печальным финалом. Это каждый сам для себя решит. Но отчасти стал героем собственной книги, потому что то, что происходит с героем, произошло и со мной тоже. Так бывает иногда, что ты за что-то берешься, и потом книга тебя самого перемалывает. Та идиома, на которую ты оперся, да, она считывается прямо в первых строчках. То есть ты так прям начинаешь читать и такой, все, первая страница, скажем так, да. Слон в комнате, которого никто не видит, да, или кто не замечает. И мне сначала первая мысль, всегда, я думаю, что у всех будет такая, ну просто же, слишком просто, да. Но по мере продвижения сюжета ты понимаешь, насколько все сложно, насколько тяжело и насколько мы внутри. Вот я себя там внутри уже нашел, причем в нескольких ипостасях. И в самых приятных, и в самых неприятных. То есть вот эта история с идиомой в основе, ты ее боялся или не боялся? Я, безусловно, был чуть-чуть напуган в том смысле, что думаешь, окей, вначале к тебе приходит это какая-то метафора, да, и ты начинаешь с ней сживаться, спать, и думаешь, ага, хорошо, наверное, я ей займусь. Потом ты думаешь, наверное, это слишком в лоб, и будто бы мы же тут занимаемся литературой, нужно работать тоньше, и ты как-то начинаешь с другой стороны к ней подходить. А потом в один момент ты просто открываешь глаза и думаешь, нет, все, я за это берусь, я этим начинаю заниматься. И дальше у тебя уже не остается сомнений, и ты движешься просто вперед, и там, не знаю, как в песок проваливаешься. И это сложно было. Я думаю, что это, наверное, самая сложная книжка из всех, которые я писал, потому что... там, собственно, это и видно, что это самая сложная книжка из всех, которые я писал. Сколько времени ушло на написание? От замысла? Как обычно, 3 года. Там плюс-минус 3 года я всегда делал книжку. Там есть, это не спойлер, там читатель натыкается на кроссворд, и для того, чтобы свести все линии кроссворда, мне нужно было очень много времени. И в какой-то момент я забросил и подумал, нет, я никогда эту штуку не сделаю, она не соберется. И потом я к ней возвращался. И она собралась, да. И она собралась ровно так, как я задумал. Я очень рад этому. Теперь я очень не рад за всех своих переводчиков, потому что никто не сможет перевести эту книжку. И мне кажется, что в этом есть литература, и в этом есть то прекрасное, что невозможно перевести. У меня есть «Красный крест», в котором финальная фраза «Красного креста» переведена, сейчас он уже переведен почти на 20 языков, неправильно, потому что ее невозможно перевести финальную фразу. И здесь я понимаю, что есть существенная тоже часть романа, которую невозможно будет перевести, и я не знаю, как с этим будут обращаться переводчики, но вот мы увидим уже в белорусском, в самом первом варианте, что будут делать, я не знаю. Я могу только пожелать удачи переводчикам, это не мои проблемы. Хотя ты знаешь, вот при том, что ты говоришь о сложностях перевода, это, по-моему, твоя самая такая международная книга. Она прямо опирается на, как это сказать, на витающее в воздухе в мире, не только в Беларуси. Я думаю, да, и я думаю, что я так ее и задумывал, чтобы люди в Швейцарии могли читать книгу про Швейцарию, чтобы люди в Штатах, очевидно, могли читать книгу про Штаты. Конечно, это книга про то, что вокруг нас война, как мы ее замечаем, не замечаем, но мы ее одинаково замечаем или не замечаем и в Варшаве, или не замечаем, или хотим замечать или нет в разных странах. И в этом смысле, да, мне хотелось написать книгу, которую будут с одинаковым интересом читать мои читатели, которых у меня уже много и в Италии, и в Испании, и в Швеции. Знаешь, я столкнулся с тем, что когда ты, не ты, не я, а вообще, когда люди пытаются писать что-то для любой страны, вот так, универсализм, да, такой, из этого получается скучная история. А здесь прямо получилось вот где все узнаваемо. Я там узнавал, все страны. Прямо ты так живешь, и ты понимаешь, что прямо это правда. Да, мне просто кажется, что когда ты начинаешь думать про читателя, нужно заканчивать сразу. В тот день, когда ты думаешь, я сейчас напишу книжку, что про это подумает такой-то читатель, нужно сразу сворачиваться, уходить. Мы с моим немецким издателем как-то, когда ровно «Красный крест» стал бестселлером в Германии, решили почитать комментарии на самом популярном немецком сайте. Мы открыли вино. Тогда я еще пил вино. Это были благословенные времена, тогда еще пил. И
И мы начали читать комментарии. Это было 200 комментариев про 200 разных книг с разными выводами. И ты понимаешь, что люди каждый раз читают разные книги. И, наверное, те выводы, которые ты сделал, там, рецензию, которую ты бы написал про слона, она будет разниться с рецензией, которую написал Пастернак, который меня впервые похвалил. Это потрясающе. У нас уже издалась... Это будет 7-я книга, которую он меня издает. У нас там сколько-то премий, миллион переводов. Но это был первый раз, когда Пастернак сказал, что... ну, поздравляю. Твои произведения, они по формату, я бы назвал таким маленький роман, да? То есть вроде как в формате где-то повести, а вроде как и роман. То есть вот у меня, я никогда не старался это делить, но мне всегда это нравилось. То есть, потому что это очень твой персональный формат, твой персональный размер, да? И я с таким сталкивался. Я сейчас просто много думал про разные форматы вот этих романов, да. И получается, что я вижу это в тебе и в моей женской любимой авторке белорусской Еве Вижновец. Вот она, когда я у нее на программе вот также спросил, говорю, вот слушайте, а ведь произведение маленькое, это по чим идешь вовче. Она говорит, так, было 666 страниц, я все остальное выбросила. То есть вот мне кажется, что это тоже два подхода. Один — это у Альгерда Бахаревича, которого невозможно остановить. Я так думаю, что он себя делает усилия над тем, чтобы остановиться, писать. И у вас с Евой, когда вы прям себе отказываете во многом, много выбрасываете. Для меня очень важен просто монтаж, и мне важно все время работать на границе. И здесь, там, в очередной раз, да, я нарушаюсь, там, я работаю с документами, не с документами, здесь я перехожу и постоянно экспериментирую с формой. Но мне всегда хочется просто, чтобы ты сел, начал читать книгу, не смог оторваться, и чтобы книга для тебя была чем-то вроде фильма, который ты смотришь насквозь. И мне хочется, чтобы ты прочитал книгу за 4-6 часов. И дальше мне всегда кажется, что произведение искусства работает или не работает, если ты про него вспоминаешь, и, не знаю, едешь через неделю в машине, и вдруг такой, блин, я что-то прочитал книжку классную, вот она ко мне вернулась. И в этом смысле слон должен был быть больше, и он разворачивался, и да, но как-то я в очередной раз начал монтировать, убирать. И мы как-то, мне кажется, давным-давно с Пастернаком поняли, мы обсуждали много про то, что парадоксальным образом то, что ты выбрасываешь из книги, в ней остается. Тебе вот читатель чего-то не читает, но он это видит. Ну, так это работает и в драматургии. То есть в пьесе то же самое. Там вообще, если говорить там, по большому счету, то принцип — это две последовательно идущие фразы рождают третий смысл, да. И получается, что если ты выбрасываешь, то смысл-то остается, то есть последовательность ужимается. Ну, это на самом деле любопытно, потому что мне тоже по замаху я увидел, что это на большую историю, и она у тебя опять сжалась, и я не могу сказать, что мне не хватило, мне хватило. Потому что у того же Бахаревича я просто часто говоришь про кино, и я понимаю, что я твои книги читаю как кино, а его книги я читаю как сериалы. То есть это такая... Или ты хочешь лить это, или ты хочешь в это смотреть. Но я 3 дня уже живу с твоей книгой. То есть это для меня очень большая история, в смысле, потому что это для меня получается, что слишком сильная эмоция. Потому что если я 3 дня не могу от нее никак отделаться, ну да, это жестко. Это жестко. Ты понимал, что это будет жестко вообще? Да, я понимал, что это будет непростая история. Я понимал это в момент написания, потому что когда ты сам все это проживаешь, через себя пропускаешь и в какой-то момент начинаешь не то чтобы сваливаться в депрессию от собственной книги, но не просто проживаешь ее, как и там, все другие книги. Сейчас я понимаю, что я как марафонец, который пробежал марафон и выдохся, и мне нужно чуть-чуть времени, чтобы отдохнуть. Но это то, что я хотел сказать, это важное высказывание для меня, потому что мне кажется, что, к сожалению, так и есть. Это книга о том, что люди часто предпочитают комфорт любви, люди предпочитают не замечать
то, что происходит, а с другой стороны, будто бы, может быть, они и правы, потому что мы видим, что сейчас 3 года люди не замечают войны, сейчас, может быть, договорятся о мире, и эти люди, которые 3 года не замечали войны и ходили в театры, скажут, ну вот, мы все правильно делали, зачем нужно было кричать, если можно было переобуться. И будто бы человечество вообще про то, что мы всегда адаптируемся, а я не про ответы, а про вопросы всегда. Мне кажется, что вопросы важнее задавать, чем находить ответы. Ты знаешь, как Оксфорд, Оксфорд же присваивает слово какое-то году, и как они назвали 24-й год? Нет. Я бы назвал пиздец, но... Но так и есть, это называется brain rot. Brain rot — это как бы гниение мозга, да. И у меня вопрос, вот как выживать. Такие лайфхаки, рубрика лайфхак, да? Да. Как выживать, когда вот эта свалка информационного мусора, она вот гниет, смердит, и вот прямо мы на ней живем. Как в этом выживать? Не знаю, мне кажется, что автору в этом смысле чуть проще, потому что ты, когда берешься за роман, ты на 3 года чуть-чуть проваливаешься и выпадаешь. Ты, с одной стороны, несмотря на то, что я пишу про то, что происходит вокруг нас, и будто бы описываю весь этот ужас. С другой стороны, я, конечно, чуть-чуть выпадаю из реальности, потому что ты можешь месяц править одну страницу, или ты можешь где-то застрять в каком-то месте, или ты понимаешь, что тебе нужно выбраться там и работать много с формой. И в этом смысле я могу отвлекаться. Гораздо сложнее сейчас, когда я закончил книжку. И я будто бы оказываюсь один на один опять с этим миром, который я описываю. Но сейчас впервые за долгие годы у меня период, когда я много пишу. Я занимаюсь пьесой сейчас, которую тоже пишу, и у меня есть идеи, это может быть не следующей книги, но какая-то продолжение «Слона», еще историю, которую я тоже пишу. В общем, у меня сейчас довольно продуктивный период в моей жизни, чего давно не случалось. Да, поэтому я очень переживаю по поводу всего, что происходит вокруг нас, а с другой стороны, я очень рад тому, что могу заниматься творчеством, чего случается со мной нечасто, когда я могу выпасть на год или на 2, ходить и думать про книжку, но совсем не писать. Или заниматься боксом. Заниматься боксом — это единственное, что меня спасало сейчас, когда я работал над книжкой, когда был какой-то непростой период. Это единственное, что помогает тебе справляться с непростыми моментами в твоей жизни. Надавали тебе по лицу, нет? Постоянно. Я каждый день получаю И это лучшее, что случается со мной, потому что ты не успеваешь думать ни о чем. Там ты приходишь на бокс, и это 2 часа в день, когда ты не думаешь ни о книге, ни о чем, ты думаешь только, откуда оно прилетело. И оно постоянно прилетает. И у меня сейчас было интервью итальянской газете, и я пришел туда после тренировки, и журналист не понял, что со мной нужно брать интервью, потому что я был немного помятый. Он такой, а где автор, с которым мы будем разговаривать? И ему мой агент говорит, вот автор. Он говорит, это какой-то помятый парень в царапинах и с синяками. Он говорит, ну вы же не будете снимать, вы будете просто... Но, в общем, это помогает, да. А ты зависишь от мнения других? Вообще, что должно произойти, что должны высказать тебе, чтобы ты вышел из себя? Хочется верить, что нет, но в какой-то момент накапливается усталость. Я могу один раз я, по-моему, сорвался в Фейсбуке, но в целом нет. Это про Про белорусские СМИ, да, которые чуть-чуть, я думаю, что я подустал, потому что иногда есть ощущение, что почему-то какие-то вопросы, которые беспокоят белорусов, только Филипенко задает, как будто Филипенко единственный парень, который отвечает. Не, мне тоже задают. Ну вот. Поэтому я сейчас часто в этом же вопросе, когда мне говорят уже про белорусскую мову, я ссылаюсь на тебя. Окей, хорошо. То есть вот за этому ты хорошо там прошелся, и мне легче теперь. Я говорю теперь, а вы смотрите цитаты Саши. Ну нет, на самом деле я думаю, что я довольно спокойно, у меня есть хорошая прививка, потому что я работал когда-то на телеке, работал на «Дожде», и там была хорошая прививка комментаторов, и их довольно много было в моей жизни, и я не участвую, поэтому
собственно, книга начинается с комментариев и обсуждения Да, книги. да. Мне было очень интересно показать, как работает этот механизм, который максимально далек от тебя, да? Как тебя начинают обсуждать, как начинают обсуждать твою книгу, как начинают обсуждать то, что ты Тоже делаешь. не без сюрприза, когда ты начинаешь потом погружаться и понимаешь, что эти комментарии писал-то там во многом там один человек, Да. и где-то он сам с собой там заигрывает и прочее. И ты понимаешь, что на самом деле это ведь тоже такая история про нас, да, то есть когда человек еще хочет создать о себе впечатление, манипулируя своими же мнениями, да. 100%, и мне было очень важно это показать, как люди, во-первых, как они падки на эти комментарии, как они часто к тебе не имеют никакого отношения, но люди делают выводы, что это какая-то такая постправда, постправда. В этом смысле не хочется спойлерить, но мне кажется, что ко мне это не очень прилипает, и если вы будете шерстить океаны интернета и Фейсбука, вы не найдете мои комментарии. Даже в те моменты, когда я еще выпивал вино, я не писал никогда комментарии. У меня была какая-то такая... Я сдержан в этом смысле. В общем, можно очень редко найти, чтобы я где-то высказался и по любому поводу. Потому что мне кажется, что, во-первых, это трата времени, во-вторых, очень разное из-за того, что в Фейсбуке ты можешь оказаться с людьми очень разной компетенции, в этом нет особого смысла вступать. Я понимаю, что когда я выступаю на каких-то там панельных дискуссиях, когда ты понимаешь, с кем ты сидишь рядом, что за авторы с тобой, когда ты обсуждаешь, и в этом есть какой-то смысл, или ты разговариваешь с журналистами, но часто я не вижу никакого прикладного смысла в обсуждении. У меня есть книги, которые, мне кажется, за меня говорят, у меня есть какие-то поступки, которые за меня говорят, и в этом смысле есть огромное количество интервью, в которых я могу, если есть какой-то острый момент, высказаться. С белорусскими СМИ сейчас это все реже и реже у меня возникает желание, потому что, к сожалению, многие белорусские СМИ занимаются тем, что просто печатают тексты. И, к сожалению, мы сейчас находимся в ситуации, когда сложно заниматься журналистикой, когда людям нужно постоянно заниматься кликбейтом, им нужны просмотры, и смещается акцент, и редакции думают о том, что давайте сделаем так, чтобы кликнули на эту новость, ее почитали, и в этом смысле это большая грусть. Давай сейчас сидим, чтобы не сильно волноваться. Давайте, да. Слон в комнате становится все более незаметным. То есть, как бы очевидно, что он есть, все понимают, что есть, но никто уже не хочет о нем говорить. Вот что, это что, усталость уже у всех? Или что? Это усталость от того, что я просто начну с того, что, знаешь, мне показалось, что точкой отсчета стал локдаун. Вот как-то с локдауна пошло все. Вся эта вася. И вот после этого стал слон все менее и менее и менее заметен. И как-то все более очевидно стало безумие. Я думаю, что это, безусловно, безумие очевидно, но вот все по-разному, мне про это и хотелось порассуждать, насколько разная у всех мораль, насколько разный у всех допуск того, что для тебя или для меня кажется совершенно недопустимым, для других людей это кажется совершенно нормальным. Там сейчас на фоне того, что там Женя Беркович сидит в тюрьме, люди считают нормальным стоять на одной сцене с Михалковым, который написал на нее донос, и как этот парень, на которого сейчас все надрачивают, Борисов в России. И он сидит с языком в жопе и молчит о том, что ты получаешь Оскар, да, или что-то такое. Ну, он не получает. Но что-то, да, но при этом молчит о Жене Беркович и ничего не говорит для того, чтобы получать какие-то сраные роли в каких-то фильмах, которые, как мне кажется, довольно стыдно тебе, актеру, вообще в этом участвовать. И ты понимаешь, что у человека принципиально другой взгляд, и он тебе скажет: Сашок, ты со своей моралью можешь сидеть там сколько угодно и ставить свои никому не нужные пьесы и писать никому не нужные книжки о морали, а мы будем в этот момент фигачить волшебника изумрудного города или что-то такое. И про это и хочется порассуждать, про это и хочется сказать, про то, как мы живем в очень параллельных мирах. И более того, будто бы эти люди оказываются правы на длинной дистанции, они тебе всегда скажут, что
человечество и мы, люди, стали такими, потому что мы всю жизнь приспосабливались, мы всю жизнь, а в это время панды просто валялись там где-то и не перестали. Поэтому про это и слова, мне кажется, что каждый читатель сам для себя делает вывод, где эта граница, что для тебя допустимо, что для тебя недопустимо, что ты можешь себе позволить, что ты не можешь себе позволить. Выбираешь ты комфорт или выбираешь ты любовь, которая потребует от тебя огромного количества жертв, которые, может быть, ты не готов. То, что происходило в своей жизни, ты начал описывать, или ты описывал, и оно начало происходить в своей жизни? Какая закономерность вообще? Как это работает? Работает всегда по-разному, но у меня в этом смысле, к сожалению, я все придумал, и потом это начало со мной происходить, потому что я всегда знаю заранее точку. Я придумываю... Там же есть шутка в начале про роман под ключ. И в этом смысле я всегда придумываю роман под ключ. Ко мне приходит идея, я знаю, что это будет книга про то-то, про то-то, про то-то, которая начнется так-то, закончится так-то, кульминация будет такой-то. И это всегда 1 секунда, которая ко мне прилетает. И дальше мне нужно 3 года, чтобы это записать. И по мере того, как я записывал «Слона», со мной начало происходить многое из того, что происходит с главным героем. Не сказать, что я этому был рад, но с другой стороны, как автор, наверное, я что-то подсматривал и дописывал, и это было хорошо для текста, это было хорошо для автора и не очень хорошо для гражданина. Ну и для семьянина странно как-то. Ну, я уже давно не семьянин. Да, но Много лет. ты вдруг стал опять свободным женихом. Я помню в «Бывшем сыне», который написан, я писал его в 2012 году, есть сцена, в которой дети играют во дворе в разгон демонстрации в ОМОН. И мне рассказывали условно либерально настроенные белорусы, что я сгущаю краски, что никогда в жизни не будет в Беларуси ситуации, в которой дети во дворах будут играть в разгон демонстраций. И в 2020 году мне хотелось рассылать все эти ролики в Ютубе. Мне кажется, что нет и особой необходимости заглядывать в будущее, если ты описываешь то, что происходит с нами сейчас, с большой долей вероятности ты опишешь то, что происходит через 10-20 лет, как есть эта прекрасная фраза, которую приписывают Достоевскому, Осипов Максим приписывает ее себе, про то, что в России все меняется за 10 лет и ничего не меняется за 200. В этом смысле эта фраза, мне кажется, она подходит и к России, и к Беларуси, и к Англии. И если ты пытаешься описать то, что сейчас происходит, с большой долей вероятности ты будешь описывать, ты попадешь в десятилетия дальше. Ты сталкивался с бедностью? Я постоянно с ней сталкиваюсь. Статистики говорят, что если у тебя есть жилье, пусть даже снятое, машина, компьютер, там и так далее, то ты уже попадаешь в 1% населения мира. Который не бедствует. Да. Я, по-моему, в 5. Но... Ну, в 5, окей, 5. У меня нет машины. У меня была Тесла, но я ее отдал, потому что Маск мудак. У меня было 2 велосипеда, 1 у меня украли. У меня остался 1 велосипед. Но я живу в городе, в котором не нужно. Потом я всю жизнь чувствовал себя бедным, когда я жил в Беларуси. Сейчас я живу в Швейцарии и чувствую себя бедным, потому что я живу в Швейцарии. И довольно тяжело чувствовать себя обеспеченным человеком в Швейцарии. Мне кажется, что я живу как среднестатистический швейцарец сейчас. С очень средней швейцарской. Было очень смешно, когда получал документы в Швейцарии. Мне офицер миграционной службы, он спросил, кем вы работаете? Я говорю, я писатель. Он говорит, ты будешь девчонка в баре рассказывать. Работаешь таким? Я говорю, я писатель. У меня там книжки переведены на 20 языков. Он говорит, это все... Ты меня не понимаешь. Он говорит, где ты работаешь? Где ты деньги зарабатываешь? Я говорю, я вот этим зарабатываю деньги. Он говорит, ну тогда тебе будет очень тяжело в этой стране. И он был прав. И мне нужно было его послушать, и нужно было... Он говорит, вот рядом Германия, вот Франция, езжай туда. Я говорю, окей, хорошо. Мы, к
сожалению, живем в обществе, когда литература, драматургия становится хобби. Ты все время должен где-то работать, тебе говорят, ну ты же писатель, ты тогда можешь спокойно работать журналистом, или ты можешь преподавать в университете, и это обесценивает работу преподавателя в университете, это обесценивает работу журналиста, и мы будто бы ищем ответы в литературе, мы будто бы ищем ответы и приходим к писателю для того, чтобы нам сказали, как нам жить, и ты думаешь, придите к футболистам, спросите у них, почему вы не спросите у Роналда, как вам жить или как вам решить этот конфликт, если он получает 100 миллиардов. Это такие сейчас пошли левые идеи. В этом смысле, конечно, я супер привилегирован, потому что я могу почти только писать. Мне кажется, люди совсем не понимают, что книжку писать очень дорого. Кроме того, что ты точно так же, как и все... должен быть обеспечен хотя бы год, да? Да, ты должен платить за квартиру, за сына, за страховки т.д. но ты вкладываешь в книгу очень много денег, ты вкладываешь в исследования. Сейчас я год своей жизни потратил на то, чтобы изучал, как ведут себя слоны. Да, это как я читал, когда я об этом думаю, такие подробности их, что там про слонов ты сейчас, наверное, больше всех в Беларуси знаешь. Да, я теперь знаю, я могу открывать зоопарки и крематории. Я наткнулся на разговор про квантовую физику, про частицы и так далее. Куда мы идем? Мы в глубину пытаемся уйти. Мы пытаемся осознать, что мироздание, то есть это какая-то миссионерская история, которую мы себе придумали. Почему мы вдруг... Ведь раньше писатели они уходили в другие глубины совсем. Не знаю. Во-первых, мне кажется, что это вопрос, когда ты говоришь «раньше писатели», нам сразу нужно... Про каких писателей ты говоришь? Ну, когда не было известно, что такое квантовая физика, я об этом. Слушай, да, кому-то нет. Но это не мешало, мне кажется, находить ответы на плюс-минус на те же вопросы, потому что квантовая физика нам сейчас и здесь в книжке точно так же помогает отвечать на вопросы любви, да, или на вопросы привязанности, или на вопросы смысла жизни, или на вопросы нашего выбора, и вопросы, которые задает себе главный герой, там, нужно ли питать надежду или не нужно питать надежду. И ему слоненок помогает в этом смысле квантовой физикой, да. И мне кажется, что это, знаешь, как когда это люди не знали, что есть рак, но они умирали от рака. И это ровно то же самое. Мы пытаемся найти ответы на можно допустить, что они не умирали от рака, потому что не знали, что он есть. Можно в другую сторону выкручивать, да, и тогда можно и говорить, что и квантовой физики нету, да, потому что мы не знаем про нее. Ровно поэтому в Беларуси нет демократии, потому что некоторые люди не знают, что она есть, что ее уже давно придумали. Скажите, почему в Беларуси нет прав человека? Потому что никто не знает, что они есть. И мне кажется, что это просто попытка с разных сторон прийти, будто бы темы, которые мы все уже миллион раз обсуждали, будто бы мы уже знаем ответы на все эти темы, и ты заходишь через какую-то новую дверь и пытаешься найти еще раз ответ, который мучает там, тебя, который мучает меня сейчас в этот там, момент своей жизни. Да. Один вопрос, который меня мучил. Так. Ты понимал, что когда я буду читать это, что у меня в голове возникнет сразу же, в силу не моей гениальности, а в силу того, что мы все-таки люди одного там потока в сфере искусства, да, что человек-слон у меня возникнет сразу в голове от Дэвида Линча. Ты это понимал? Ну, ты же все равно сразу берешься, и ты начинаешь думать, во-первых, ты начинаешь гуглить еще до того, как ты пишешь книгу, а есть ли книги, написанные, которые называются «Слон». Да, конечно. В этом смысле потрясающе, когда ты задаешь вопросы какие-то чату GPT, я не знаю, как у кого, вот мой чат GPT очень любит вот постоянно, он все время... Так это же чат GPT-писатель, что ты хочешь? Но это реально, у меня была идея шахматного рассказа, в котором я описываю шахматную партию, я подумал, что я пишу ее от первого лица, от пешки, которая делает первый ход. Ты это потом упоминаешь. Да, это есть. И я задаю чату GPT, я думаю, какой-то по верхам сюжет, наверняка кто-то уже написал, я говорю, вот такой-то сюжет, там расписывает т.д. И мне чат GPT отвечает, да, есть такая американская писательница, которая уже написала такой рассказ, я думаю, как грустно, начинаю ее гуглить и говорю, слушай, походу ты нет никакой писательницы. И она такая пишет, нет такой писательницы, но я привела пример для того, чтобы вы понимали, что такое может быть. Я думаю, нихера себе вообще, что это за говнище такое? Когда ты описывал все эти пытки, ты
опирался на собственную фантазию, ты страшный человек такой в жизни, или ты все-таки где-то по источникам лазил? Ну, к сожалению, так как мы говорили с тобой о том, что я товариществую и знаю большое количество журналистов-расследователей, и там, когда мы работали с Пашей на «Дожде», и у нас в программе ребята много снимали сюжеты просто о том, что происходит в тюрьмах и о пытках, и в этом смысле понятно, что это не опыт, через который проходил я, но это опыт, про который я знаю, и опыт, который несложно, который, в общем-то, не нужно выдумывать. И для меня как раз было не то что оскорбительно, но я очень возмутился, когда Рут, моя немецкая переводчица, говорит, слишком много жестокости. И я думаю, что в этом есть такой чуть-чуть австрийский буржуазный подход, потому что это прямо сейчас с нами происходит. Ну и вот будто бы, да, есть ощущение того, что я намеренно опускаюсь в ад и намеренно его показываю, но мне просто важно было дойти до этого дна, чтобы показать, что его невозможно расчеловечить, этого человека. Алгоритм есть, как не стать слоном? Упираться до последнего. Я думаю, что это не дает гарантии. И тоже там, чтобы без спойлеров, да, книги, в общем, мы никогда не узнаем. Это вопрос того, какую силу к вам будут применять и насколько захочет, там, не знаю, государство или люди, у которых есть власть, сделать из вас этого слона. Просто мне кажется, что многие люди сами счастливы без борьбы сдаться и отправиться в вольер и превратиться в этих слонов или убирать за ними. И мне кажется, что оставаться человеком — это единственный самый простой способ. Вот парад диктаторов и вот это вот Ближайшее будущее. Оно тебя пугает вообще, нет? То есть как ты на это... Ты смотришь на это как, ну, нет, я в Швейцарии живу. Или каждый день буду вот так вот чесаться весь, да? Все время говорим про журналистов, друзей. У меня есть много журналистов, друзей, не только и писателей, не только в нашем там на постсоветском пространстве, но я дружу с ребятами в Словакии, в Сербии, и мы, к сожалению, наблюдаем за тем, что сейчас происходит этот правый разворот в Сербии, в Австрии, В Венгрии, в Словакии, в Венгрии, повсюду, да, и грусть, печаль, которая происходит, она, ну, к сожалению, мы можем наблюдать за тем, что в ближайшие, там, 5-10 лет разворот будет не в ту сторону, в которую нам бы хотелось, условно, людям искусства, творческим людям и людям, которые ценят элементарные свободы. Ты знаешь, я не самый большой поклонник любого разворота, хоть левого, хоть правого. Потому что, ну, как бы так, если свести это к Рыгору Бородулину, то это что то говно, что так насрано, да. То есть, потому что перегибы, они хоть те одинаковые. Но меня пугает, что у подобного поворота, они называют его правым, но вот вы посмотрите, где был Рейган, и где вот это нынешнее, да. То есть это и то, и другое правое, ну, как бы нет у меня этого ощущения. Ну, это разные истории, совсем, да. Но вот эта вот система, она дала сбой, и люди восприняли, что я правый, а значит, Орбан зашибись, Фицо зашибись. Это... А что творят они, об этом, блядь, речь не идет. Я все-таки прагматичный человек, мне хоть левое, хоть правое, главное, чтобы делали то, что там улучшает жизнь там, мой добробыт, моей семьи, моих окружающих и так далее. И не лезет ко мне там ни в постель, ни в карман, никуда. Мы увидим с тобой вот какое-то там новое возрождение, или это теперь новая реальность? Она будет такой всегда? Я думаю, что мы там... Ну, я имею в виду не всегда, но понятно, что константы нет, но длинный период. Будет также, только чуть-чуть хуже в ближайшие 5-10 лет. Я думаю, что мы наблюдаем то, о чем писал Ортега и Гассет, мы наблюдаем просто восстание масс, и все из этого исходящие какие-то результаты. И, к сожалению, мы будем наблюдать за тем, что люди, которые говорят здравые вещи, не будут услышаны, потому что есть популизм, и это прекрасная вещь, которая работает, и она будет... А здесь, в Англии, мне кажется, вообще отлично люди знают, как работает популизм и к чему это приводит. И, в общем, в этом смысле мы будем какое-то время сейчас наблюдать там не самые веселые времена, но зато мы сможем их описывать.
тебя вкус счастья? 100% в детстве было. Мы когда с родителями были в Пярну и в Юрмале, где-то, ну, когда мы ездили в летом всегда в Латвию, в Эстонию или в Литву, значит, у них было мороженое в таких, как палка колбасы, знаешь, это надо было выдавливать. Я обожал, что оно чуть-чуть подтает, и ты пробивал дырку. И это было самое вкусное мороженое вообще на свете. Я не знаю, оно сейчас еще бывает или нет. Я буду еще... Я когда-то буду в Вильнюсе выступать, надо узнать. Вот это было супер вкусно, я помню. Это был точно вкус счастья детского. У тебя вот эта сейчас ностальгия существует или не существует? По Советскому Союзу? Нет, по Советскому Союзу. В котором я прожил 7 лет. Я, кстати, последний советский ребенок. Я пошел в школу 1 сентября 1991 года. Нет, я не ностальгирую по Советскому Союзу. Я не про Советский Союз, я все-таки про Беларусь. Как бы. Конечно, слушай, мне кажется, что ничего ты не поделаешь с этим. Это все равно твой дом. И я нигде себя не чувствовал дома, как в Минске. Никогда. Я жил очень много где. В разных странах, в прекрасных городах, но ты всегда понимаешь, что как только закрывается дверь твоей квартиры, ты оказываешься не дома. И в Минске на любой улице я чувствовал себя дома, где бы я не был, не знаю, там, на свободе. Не боишься, что ты больше никогда не ощутишь себя дома? Я не думаю про это, потому что в любом случае это будет другой город. Я понимаю, что уехали все мои друзья. Я не могу сейчас себе представить, что я приеду в Минск, потому что у меня очень красивая статья. У меня, кстати... мериться статьями. У меня формулировка потрясающая. У меня начинается со слов посредством литературы, запятая, и других интернет-ресурсов призывал там ТДТП к массовым протестам. Литература, это круто. Да, блин. это очень прям, круто. То есть, прикинь, они признали, что ты писатель. Да. Я помню, вышла у муковозчика статья про то, что он там что-то время от времени набрасывал про меня, и там было очень смешно. И вообще сейчас белорусы решают, не лишить ли Филипенко гражданства. И я думаю, это вечером все собираются на кухне, и мужики такие, надо лишать. А женщины не хороший парень оставили. Да. Ты очень много читаешь. Ну, мне кажется, немного, но как-то столько, сколько... Постоянно. Постоянно, да. Да. Порекомендуй. Порекомендуй. Топ-10 книг, которые... Нет, ты штук 5 порекомендуй, что бы ты порекомендовал почитать. Я вот «Слона» рекомендую, а ты тоже что-то должен порекомендовать. Ну, я всем обязательно рекомендую какие-то книги, которые не меняются просто в моей жизни. У меня есть количество книг, которые я прочитал, и считаю, что их нужно прочитать всем. Я твердо убежден, что всем нужно прочитать роман «Благоволительница» Литтла. Это величайшая книга, это величайший роман, который нужно всем прочитать. Я твердо убежден, что всем нужно. Он огромный, я его прочитал, мне кажется, за 3 дня, просто не отрываясь. Это что-то великое. Я думаю, что всем нужно прочитать «Осень патриарха» Маркеса, потому что это невероятная книга. Я думаю, что всем... Сергей Шупа сделал перевод сейчас на белорусскую. Да, мы с ним обсуждали это. И я думаю, что всем нужно прочитать очень маленькую книжку, которая называется «Красный ошейник». Руфена, такой прекрасный французский писатель. Я его очень люблю. Она займет у вас тоже там час, 2, 3. Это какая-то потрясная книга. Я очень люблю Орхана Памука. И я думаю, что если вы прочитаете «Стамбул. Город воспоминаний» и его роман «Снег», то вы не пожалеете. Сейчас мы открываем ящик Пандоры, потому что я бесконечно буду рассказывать про книги, которые нужно прочитать. Давай, если это 10 Нужно обязательно почитать Нурисье. Это великий француз, который можно любую книгу Нурисье читать, она супер крутая. Нужно почитать «Побережье Сирта». Это очень классная книжка, которую я всем рекомендую. Нужно прочитать «Слона» будет. Да, «Слона» обязательно читайте. Это реально вас так подгрузит в хорошем смысле на рефлексию. И я еще понял, что знаешь, для чего «Слон» хорош. Это прочитать его всей семьей. Вот если вся семья прочитает, то за ужином можно обсуждать это несколько дней. Прям вот обсуждать и обсуждать, потому что слишком много пересечений с важным. Что бы белорусам порекомендовал сейчас, вот в этот период слоновий? Я бы порекомендовал белорусам отъебаться друг от друга.
потому что... А я же писатель, нельзя так говорить. Я бы порекомендовал отъебаться друг от друга белорусам, потому что мне кажется, что все возлагают друг на друга ложные надежды, и все друг другу рассказывают, как жить, что делать. Можно заняться своей жизнью, расслабиться. Мне кажется, что я бы порекомендовал белорусам немного прийти в себя в смысле того, что мы по-прежнему живем 2020 годом. Я наблюдаю, как многие белорусы по-прежнему в восхищении от того, что они полгода походили на улице, что, в общем, нормально. Все это было очень красиво. У нас были очень красивые манифестации, но у нас не получился протест. И мне кажется, что можно уже перевернуть эту страницу и понять, что жизнь продолжается, и жить дальше, и искать новые способы. Там проблема не решена. Нашей страны у нас по-прежнему нет, и искать новые способы, и оставаться такими же классными, но просто на собственный счет чуть-чуть не сходить с ума, потому что я наблюдаю, как многие белорусы сейчас считают, что они лучше, чем там люди из России или люди из... Сейчас несложно быть лучше, чем люди из России. Это очень... Для этого ничего не нужно делать, да? Но мне кажется, что многие чуть-чуть от себя поплыли. И мне кажется, что будет круто, если мы как-то подсоберемся и продолжим действовать дальше. Это был со мной мой друг Саша Филипенко. Собственно, лучшего завершения программы я бы и не придумал. Я могу только добавить одну фразу к его по финальному монологу. Отъебать себя тоже. Это во многом облегчит вам жизнь. Вот я сейчас пытаюсь это сделать и понимаю, что если это получится, то я заживу совершенно другой жизнью. Спасибо.